Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейх Шара. Сегодня в программе. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента, начался в апреле. 142 призера Олимпиады среди школьников стали студентами АГУ без вступительных экзаменов. В Русдраме состоялся показ фильма «Сотворение», снятого по повести Георгия Гуля «Каштановый дом». Под председательством премьер-министра Владимира Делба состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Абхазия. Представители министерств и ведомств Абхазии и Российской Федерации обсудили проекты рабочих карт развития основных отраслей экономики – энергетики, туризма, транспорта, а также здравоохранения, образования, инвестиционного климата, кадастра недвижимости, налогового и таможенного администрирования, коммунальной инфраструктуры, социальной защиты населения. Российская делегация, находящаяся в республике, завершила работу в Абхазии 18 июня. Противодействие демпингу и развитие стандартов качества в туризме обсудили в Сухуме на рабочем заседании Абхазского союза туризма. Мероприятие прошло при поддержке Института экономики и права. По итогам заседания была принята резолюция, которая будет направлена соответствующим органам власти для дальнейшего исполнения. Подробности в материале Алики Трапш. На заседании Абхазского союза туризма, которое проходило с участием отраслевых союзов, экспертов, представителей бизнеса, парламента, членов правительства, общественной палаты, обсуждались актуальные проблемы недобросовестной конкуренции в туристической отрасли Абхазии и меры, направленные на их решение. Открывая заседание, президент Абхазского союза туризма Анна Калягина сделала обзор текущей ситуации на туристическом рынке республики. Инвестиции и приход крупных игроков – это прекрасно. Но необходимо помнить о правилах игры и их влияние на малый и средний бизнес, который является двигателем экономики любой страны. Наша общая задача – создать такие условия, в которых малый и средний бизнес смогут не только выживать, но и процветать, а не закрываться под давлением крупных игроков. Мы должны объединиться, чтобы защитить наши интересы и обеспечить устойчивое развитие туристической отрасли в Абхазии. Основной проблемой недобросовестной конкуренции отмечался демпинг цен со стороны крупных туроператоров и гостиничных комплексов. Это приводит к занижению цен на услуги, что негативно сказывается на малом и среднем бизнесе. Многие небольшие отели и туристические компании не могут конкурировать с крупными игроками, что приводит к их закрытию. Кроме того, отмечалось и отсутствие стандартов качества объектов размещения. На сегодняшний день в Абхазии отсутствуют четкие обязательные стандарты классификации гостиниц и других средств размещения, что негативно сказывается на общем состоянии рынка. Это создает неравные условия для участников рынка, затрудняет выбор также для гостей республики и туристов. Нехватка прозрачности в вопросах качества услуг также способствует недобросовестной практике. Участники встречи выступили и с докладами. О проблемах ценообразования туристских услуг рассказал кандидат экономических наук Алхас Багба. В туризме ни одного предприятия на сегодняшний день нет доминирующего положения. То есть никто из туроператоров не имеет более 50% доли рынка. Дальше также борьба с демпингом на практике, что может дать почву для коррупции, разделение рынка на приближенных или привести к ситуации, когда туроператорам необоснованно будут навешиваться ярлыки, как мы слышали, читали и так далее в соцсетях, в мае имеется в виду. Пока же глобальные изменения в туризме не произошли, единственным эффективным способом, по моему мнению, по нашему мнению, можно так сказать, эффективным способом сопротивления демпингу, видим мы объединение усилий самих участников рынка, то есть это предприниматели, частный сектор и государство. Представители индустрии подробно рассказывали, с какими трудностями сталкиваются в особенности малые и средние предприниматели. В настоящее время в общей базе Министерства туризма зарегистрировано свыше 40 тысяч койко-мест. Если не создать равные конкурентные условия для участников туристического рынка, то малый и средний бизнес окажется под серьезной угрозой. Мы сегодня в жестком блоке имеем около 8 тысяч койко-мест, а в общем у нас 40 тысяч. То есть спустя 5 лет мы потеряем всю вместимость, то, что мы имеем. То есть каждый год поэтапное увеличение жесткого блока – это потеря
койко-мест, потеря всех объектов. То есть, да, я понимаю, каждый предприниматель получает все денежные средства, которые он запрашивает, и его не волнует, как дальше будет продавать его номер туроператор. Туроператор сегодня говорит, что я не ухожу в минус, я могу там демпинговать на цене размещения, но при этом транспортное сообщение. Буквально вчера мы смотрели поездка в Сухум, Москва, 1500 рублей стоит билет. То есть я не знаю, что за цена, но на такой цене, на цене трансфера, на цене размещения никто никогда не останется в прибыли. Соответственно, большие потери будут у нашего государства, и мы не получим тот доход в виде налоговых обеспечений, который мы планировали. Та внешняя сила, которая сегодня зашла на территорию Абхазии и именно бьет не только по размещению. У нас транспортные компании встали, да, то есть там есть конкуренция. У нас в экскурсионном обслуживании большие демпинги. Об этом не 3 года, уже 5-6 лет мы об этом говорим. И на основании даже нашего законодательства гражданин Абхазии имеет право только проводить экскурсионную деятельность, но мы видим, как нелегалы заходят. То есть это вся проблема, которую мы должны сегодня все вместе решать с вами. Буквально недавно за 50 рублей в отеле, одном из отелей Гагры, была продана путевка. Я лично встречалась с этим, туристом. То есть продает путевки роботы. То есть это агрегаторы, которые работают, и они работают не на месяц, не на неделю, они работают с учетом среднего сезонного колебания. То есть они высчитывают койко-место, они высчитывают количество дней на сезон, и, соответственно, они могут где-то продать за 50 рублей, где-то могут продать за 5 тысяч или за 25 тысяч. Все зависит, опять же, от качества отеля. Но мы должны не унижать себя, свое государство, свою инфраструктуру, а наоборот усовершенствовать. Законодательная база на сегодня, я считаю, это основной рычаг, который может повлиять на все внешнее воздействие, которое мы сегодня имеем. Мы должны защищать малое и среднее предпринимательство. Мы должны находить пути решения этих проблем. Я не считаю, что закрытие счетов или какие-то драконовские методы и меры должны вводиться у нас в стране. Рынок должен быть стабилизирован. И самое главное, и вот мои коллеги здесь сидят, самые главные предложения должны исходить от вашего ведомства, который будет учитывать мнение всех наших коллег, которые здесь присутствуют и не присутствуют тоже. Пожалуйста, давайте мы поставим работу таким образом, чтобы каких-то ультиматумов, каких-то резких, шагов мы не предпринимали, создали такую конструктивную рабочую обстановку, выработали механизмы максимального решения существующих проблем. Владелец турфирмы Борис Саджатый по своему выступлению коснулся и темы деятельности на территории Абхазии нелегальных турфирм и их гидов. Крупных туроператоров, которые сюда зашли и здесь на территории Абхазии работают с нашими фирмами, остался один-единственный рычаг. Если им дадут разрешение, чтобы они работали со своими экскурсоводами, следующий шаг будет простой. Вызовут наши, я имею в виду крупные туроператоры российские, вызовут наших ребят, которые работают с ними в туриндустрии. То есть скажут им: спасибо, ребят, за то, что вы там 2-3 года с нами поработали. Теперь у нас есть свой транспорт, у нас есть свои экскурсоводы, вы нам не нужны. Вот к чему идет ситуация. Нам, во-первых, мешают те, которые сюда заезжают частным образом. Автобусы, микроавтобусы, минивены. Вы посмотрите, здесь в нашей сфере экскурсионной занимаются этим бизнесом больше внешних игроков, чем внутренних. Заместитель министра туризма Астамур Барцис сообщил, что ведомство проводило встречи с владельцем больших объектов размещения, и с его стороны есть понимание того, что продавать номера ниже рыночной стоимости невыгодно для других участников туриндустрии. Выход решения из этой проблемы, как мы понимаем, это они же подписывают договор между туроператором и ательером по среднюю стоимость. Сейчас мы вышли с таким предложением, и нас тоже услышали, что при подписании договора они будут указывать, что туроператор будет продавать не ниже определенной стоимости, что, на наш взгляд, должно стабилизировать рынок, потому что такие ситуации происходили и в соседним нашим регионам, в Сочи, в Краснодарском крае, там ательеры собрались и вышли с таким предложением к туроператору, и
На наш взгляд, там ситуация изменилась, цены стабилизировались. Надеюсь, что это повлияет на ситуацию. И самое главное, на наш взгляд, что мы должны отстаивать нашу национальную цену. Не превращать Республику Абхазию в какой-то эконом-класс для отдыха, для проживания. Да, конечно, я сейчас говорю какие-то непопулярные вещи. Турист – это человек и так с деньгами, который предпочитает свой отдых у нас в республике. Но мы должны бороться за более благосостоятельного, более платежеспособного туриста и отстаивать свою ценовую политику. Участники встречи согласились с необходимостью разработки и внедрения комплекса нормативных документов и инициатив, предложенных Абхазским союзом туризма. По итогам встречи была принята резолюция с предложениями в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Разработку нормативной базы и реализацию инициатив будет курировать рабочая группа при Министерстве туризма. Алика Трапшара Мукамки, Абхазское телевидение. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента, начался в апреле. Сейчас в учебном центре Министерства обороны будущие защитники Отечества проходят курс молодого бойца. После принятия присяги они, согласно распределению, направляются для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны. Но наш следующий сюжет не о призыве, а о призывниках. С новобранцами Раулем Губазой и Дмитрием Куржиевым пообщалась Шазина Ханагуа. Время неумолимо ведет молодых ребят к важной вехе в их жизни. Времени, когда молодость встречается с долгом, а мечты с ответственностью. И пусть для родителей они еще дети, но с этого момента судьба Абхазии в их руках. Для кого-то это просто слова, но многие их сверстники считают службу в вооруженных силах своим прямым долгом и почетной обязанностью. Честь и достоинство, мужество и преданность, святая вера и чувство долга всегда были самыми ценными качествами настоящих мужчин. 18-летний кандидат в мастера спорта Дмитрий Куржиев проходит курс молодого бойца, опираясь на свой спортивный опыт и дисциплину. Если не я, то кто? С уверенностью говорит он, показывая пример молодого защитника Абхазии. Учусь на первом курсе, перехожу на второй. Я пришел сюда, чтобы служить, быть мужчиной. Мне легче проходить, потому что я занимался спортом. Другим чуть-чуть сложнее, потому что они не занимались спортом. Я жду момента, когда попаду в часть. Это нужный, необходимый опыт таким же молодым, как я. Весенний призыв на срочную военную службу, утвержденный указом президента Республики Абхазия, начался в апреле. В учебном центре Министерства обороны будущие защитники Отечества проходят курс молодого бойца, в ходе которого с ними проводят занятия по строевой, физической и огневой подготовке. После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, направляются для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Министерства обороны. Весенний призыв заканчивается 30 июня. В то время как Дмитрий только начинает свой путь, его товарищ Рауль Губаз уже полгода служит в рядах абхазской армии, демонстрируя мужество и преданность своей родине. 25 лет и уже больше половины срочной службы за моими плечами. Первое, что я хотел бы сказать, это отметить свой возраст, то, что он считается довольно-таки большим, так как здесь в рядах срочной службы, в рядах бойцов, в основном юноши 18-19 лет. И, скорее всего, именно мой посыл будет направлен именно на них. После полугода срочной службы я могу отметить одно, что армия – это точно не про романтику. Это про ответственность, про зрелость, про то, как вы, возможно, некоторые впервые в жизни, взявшие на себя ответственность, вам придется с этим жить и отвечать за свои слова. Умение держать слово также включается в это. Это про то, как вы будете обрастать как личность этими всеми характеристиками, этими чертами. Рауль призывает молодых людей не уклоняться от службы, рассматривая ее как долг перед Родиной. Особенно тех, кто вырос в Абхазии, знает исторические события 1992-1993 годов. Для Рауля примером и источником вдохновения в служении Родине стал его дядя, кавалер ордена Леона и отец, герой Абхазии, чьи преданность и мужество укрепляют решимость исполнять воинский долг. Хотел бы пару слов сказать для тех, кто сомневается насчет того, проходить им срочную службу или нет. Для меня это встает таким большим вопросом, как человек, проживший свою жизнь в Абхазии,
учивший историю в школах. Конкретно я хочу сказать о событиях 92-93 года. Возможно, у кого-то встает вопрос, почему я в возрасте 25 лет пришел на срочную службу, получил образование. Если кому-то интересна моя специальность, это техническая специальность, информационная безопасность. Заканчивал я ее в Петербурге. Для меня армия имеет совершенно другое значение. Эти молодые военнослужащие – живое подтверждение того, что служба в армии – это не только долг, но и возможность вырасти настоящим мужчиной, готовым защищать свою родину. Ведь не зря говорят, не тот мужчина, кто был женатым, а тот мужчина, кто был солдатом. Жазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. 26 победителей Олимпиады Абхазского госуниверситета «Путь к вершинам» зачислены на бюджетные места по профильным направлениям. 142 призера стали студентами АГУ без вступительных экзаменов. В главном вузе страны прошло торжественное награждение победителей и призеров Олимпиады. В мероприятии приняли участие министр просвещения Хана Гунба, ректор АГУ Олег Угварамия, а также руководители отделов образования городов и районов. Репортаж Гунды Шоуа. По результатам Олимпиады для школьников «Путь к вершинам-2025» 142 участника рекомендованы к зачислению на первый курс без вступительных экзаменов. Олимпиада проводилась по 12 профильным предметам. Первые места заняли 26 человек, 15 серебряных и 12 бронзовых призеров. Для нас важно не только организовывать и проводить мероприятия, но выстраивать реальные, тесные связи с участниками. Показывать открытость и доступность возможностей обучения в Абхазском государственном университете. Поддерживать ваш интерес к образованию. Мы в первую очередь хотели бы поблагодарить каждого из вас за личную победу. Для нас это гордость, что вы достойно представляете своих наставников, родителей, и аргумент в пользу оценок собственной работы, потому что наше стремление по поддержке талантливых детей работает. Талантливая молодежь – это национальное достояние страны. Все победители и призеры были награждены грамотами. Не занявшие первые места, но набравшие необходимое количество баллов и продемонстрировавшие хорошие знания по профильным предметам Олимпиады, также рекомендованы к зачислению на соответствующие направления подготовки. Победители получили почетные грамоты из рук министра просвещения Ханы Гунба. Ари Апсуа Хюнткарат университет ау. Шапхаqa шзеихшуит акчиара дука, шзадзаз школ, шзадзаз район, шмырбхашаква, и шахту ейпш адырабзеква арбшна шапхаqa зеги ирцку гула псыцкела шапсадгили шужлари рымац аура шапсахай. Основными целями Олимпиады являются развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, популяризация научных знаний, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников, оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий. Для детей это очень большая гордость учиться в Абхазском государственном университете, особенно для детей, у которых языковой барьер. Это Гальский район. Я представитель, заведующий отдела образования Гальского района. 6-й год. Я могу сказать с большой благодарностью именно коллегу Алексеевичу. Он каждого ребенка отдельно выбирает. Для каждого ребенка делает очень доброе дело именно для гальских детей. Все наши дети поступают бесплатно. Я хочу именно это отметить, потому что это большая заслуга Олегу Алексеевича. Впервые Олимпиада школьников «Путь к вершинам» прошла в Абхазском государственном университете в 2019 году. В ней участвовали 374 выпускника со всех районов Абхазии. В этом году в ней приняли участие 450 талантливых школьников, и многие из них получили возможность стать студентами вуза, диплом которого признается далеко за пределами республики. Все задания для абитуриентов были подготовлены
подготовлены в рамках школьной программы. Мы пришли, все было как обычно, пришли, зарегистрировались, потом нас отвели в наш класс, мы спокойно сели, нам раздали бумаги, и мы начали писать. Потом, когда уже выпустили список победивших, я открываю и вижу первую себя. Конечно, я была вообще в шоке, я думала, приду, поучаствую, и потом мне это поможет на вступительных, а тут я выиграла. Я пришла просто попробовать себя, написать олимпиаду. Ну, вот так получилось, что прошла, заняла призовое место. Олимпиада не такая сложная, как нам говорили. Все задания легкие, посильные. Все приходите участвовать. На церемонии награждения присутствовали 7 участников. Они также отметили, что гордятся тем, что их дети в ближайшее время станут студентами Государственного университета. Я очень довольна, что она будет учиться. Все говорят за границу, в Россию, а мы решили, что ничего подобного. Наш АГУ ничем не хуже, чем российские там институты. И поэтому с удовольствием поступили и с первого раза получила первое место. Мы очень довольны и рады. Организаторы Олимпиады отметили, что с каждым годом количество участников становится больше, а качество подготовки выпускников среднеобразовательных учреждений заметно выше. Кундашова, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Через 55 лет после премьеры в Русдраме состоялся показ фильма «Сотворение», снятого по повести Георгия Гулия «Каштановый дом». Картина вышла в 1970 году. Режиссер Николай Мащенко. Флешку с редкой записью киноленты в театр принесла супруга абхазского писателя, автора сценария и исполнителя одной из главных ролей Джумы Ахуба Людмила Сангулия. Фильм рассказывает историю реставратора храма Джумы и его возлюбленной Амры. На показе «Сотворение» была Гугуца Варданя. Маленький народ может иметь большую литературу, часто говорил абхазский просветитель Дмитрий Гулия. Его сын Георгий Гулия и другие абхазские писатели подтверждали это не раз, создавая произведения, вошедшие в золотой фонд не только абхазской, но и русской словесности. Благодаря талантливому перу мир узнал об обычаях, традициях и культуре абхазов, а на некоторые из книг сняты фильмы. Я абхазец. И маленькой этой землей по сыновнему я горжусь. Адыгейцем, черкесом по языку, близким братом я прихожусь. А душой я брат всем народам. 1970 год. Молодой абхазский писатель Джума Ахуба в роли реставратора в фильме режиссера Николая Мащенко «Сотворение», снятого по мотивам повести Георгия Гулия «Каштановый дом». Кинокартина ранее не была известна широкой публике, однако спустя почти 55 лет в Русском государственном драматическом театре имени Фазиля Искандера большая премьера. Самое главное, что этот фильм сегодня, получается, возвращается к абхазскому зрителю спустя 55 лет после его премьеры в 1970 году. Удивительно, что все эти годы фильм, по сути, оставался неизвестным в Абхазии. И, может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то был на такой достаточно скромной премьере этого фильма в 70-м году. Может быть, кто-то изучал биографию режиссера Николая Мащенко. Хотя в этой биографии, даже в этой биографии этот фильм практически не фигурирует. Флешку с редкой записью недавно принесла в театр Людмила Сангулия, супруга абхазского писателя, автора сценария и исполнителя одной из главных ролей Джумы Ахуба. Она рассказала, что кинокартину семья искала на протяжении долгого времени. Джума Ахуба когда-то и сам звонил режиссеру узнать о судьбе кинопроизведения. Поиски на какое-то время прекратили, но в 2025 году их возобновили. В поисках этого фильма большую роль сыграл, знаете, есть такой молодой человек, Рафет Воздах. Может быть, некоторые его знают. Этот молодой человек очень интересуется всегда культурой, историей нашей. Это удивительный молодой человек, с которым я всегда переписываюсь. И вдруг он вот год тому назад где-то он все время копается в каких-то архивах и нашел вот про этот фильм. «Сотворение» – первая художественная картина, рассказывающая о жизни абхазского народа, его традициях и культуре. В фильме показана история реставратора храма и его возлюбленной Амры.
Дай слово мне, что когда я буду подниматься на вершину храма, ты без страха будешь смотреть в небо. Так же смело, как смотрят в небо эти абхазские кипарисы. Посмотри на них. Главные роли сыграли Джума Ахуба, Цицина Арахамия, Валерий Кови, Антонина Левтии. Фильм «Сотворение» по мотивам повести «Каштановый дом» снят на абхазском языке, дублирован на русский. Роль Антонины Левтии озвучила народная артистка Абхазии Виолетта Ман. В кинокартине использована музыка выдающегося абхазского композитора Алексея Чичба. Звучат государственная хоровая капелла Абхазии и песни на стихи Дмитрия Гулия и Баграта Шингба. Помощником режиссера выступил заслуженный деятель искусства Абхазии Михаил Мархолия. «Каштановый дом» – это повесть, написанная в форме записок молодой учительницы, которая, окончив университет, приезжает работать в абхазское селение под названием Дубовая роща. Героиня сталкивается с непривычной для нее жизнью, полной своих традиций, и знакомится с интересными и самобытными людьми. Меня в этом фильме удивило, потому что я его посмотрел, это то, что в этом фильме Абхазия и абхазы представлены не в таком, знаете, этнографическом, таком бытовом, что ли, плане, а здесь речь идет о бытовании духа, о внутренней жизни, о чувственности и чувствительности. Это все есть в этом фильме. Это удивительные тонкие материи, которые по-настоящему сближают это кино и тему, которая в нем затронута, с мировой культурой. Коллектив съемочной группы выражает благодарность жителям абхазских деревень Лыхны, Дурипш, Моква, Бедия и всем абхазцам, принимавшим участие в создании этого фильма. Гугу Савардани, Аляс Самичба, Абхазское телевидение. 17 июня в Пицунском храме состоялся сольный концерт заслуженного артиста Абхазии, органиста Луки Гаделя. Особенностью вечера стала световая инсталляция на стенах храма, сопровождавшая музыкальные произведения. Концерт стал настоящим праздником для ценителей органной и неоклассической музыки. Репортаж Сарии Кварасхели. С первых же минут, когда Лука коснулся клавиш органа, храм наполнился мощными и в то же время невероятно нежными звуками. Это был первый раз, когда в этом святом месте звучала неоклассическая музыка, и без сомнения это добавило особую атмосферу всему мероприятию. В программе концерта прозвучали как переложения известных саундтреков из фильмов, так и оригинальные произведения, каждый аккорд которых находил отклик в сердцах слушателей. Интересной особенностью этого вечера стала световая инсталляция на стенах храма. Изображения, плавно сменяющие друг друга в такт музыки, погружали зрителей в удивительный мир, созданный воображением и искусством. Эти проекции играли с архитектурными формами храма, превращая их в неотъемлемую часть музыкального повествования. Электронные свечи, расставленные в хаотичном порядке, гармонично влились в атмосферу вечера, создавая уникальную, интригующую обстановку.
По окончании концерта зал долго не отпускал артиста, выражая благодарность стоя. Многие приходили с семьями, и было видно, что музыка затронула сердца всех поколений. Лука великолепен. Это музыка из фильмов. Я плакала. Очень тронула. Понравилось? Очень. Это даже лучше, чем в Питере, если честно. Спасибо. Спасибо. Все. Как вам поделились своими впечатлениями? Вообще очень хорошо. Ну, впервые нам очень понравилось. Молодцы. Спасибо большое. Такого мы еще нигде не видели. Да. Великолепный концерт. Мы просто в восторге. Нам очень понравилось. Как вам? Шикарно. Лука Гаделя лучший. Вообще восторг до слез. Поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста. Отлично. Это великолепно. Великолепно. Чудесно. Просто чудесно. Как всегда. Абсолютный восторг. Это даже не столько восторг, это такая восторженность. И ты себя ощущаешь. Сейчас я, значит, включу классную музыку, космическую, и буду ее слушать. Я думаю, она вдохновляет быть чище, правильнее. Организация мероприятия была полностью возложена на плечи зала, включая все расходы и логистические задачи. Несмотря на сложности, команда успешно преодолела все препятствия и превзошла ожидания, отметил Лука Гаделя. Задумка на самом деле давняя. Вечера при свечах проводятся достаточно часто и в Европе, и в России. Я неоднократно выступал в различных концертных площадках в подобном формате. Но у нас все осложнялось тем, что у нас нету проектора, и вообще в Абхазии, как выяснилось, нет такого мощного проектора, который смог бы заполнить наше пространство должным образом, и картинка, чтобы была четкая. Вот, наконец, все так, в общем, сложилось, что нам удалось найти арендный проектор, привезти его сюда. Это было сопряжено с рядом сложностей. Мы сделали контент, плюс электронные свечи, которые были расставлены в таком симпатичном, хаотичном порядке. То есть идея давняя воплотилась, вот она сегодня, я этому очень рад. Мне кажется, это очень атмосферно, необычно. И в стенах нашего собора очень уместно, это как-то очень камерно. И в то же время ничего не нарушает, скажем так, очень гармонично, мне кажется, это здесь смотрится и звучит. Весь июнь у ценителей органной музыки будет уникальная возможность наслаждаться концертами Луки Гаделя, которые будут проходить каждую пятницу и воскресенье в 17:00. Эти вечера станут настоящим путешествием в мир звуков, где классические произведения обретают новую жизнь в исполнении заслуженного артиста Абхазии. Сария Кварцхеля, Адам Ирджения, Абхазское телевидение. 19 июня в Абхазской государственной филармонии состоится отчетный концерт воспитанников Сухумского училища культуры. Концерт посвящен 80-летию со дня рождения Владислава Григорьевича Ардзенба. Начало в 19 часов, вход свободный. И в завершении выпуска о погоде. В четверг, 19 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха 14-19, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.